Добрый день, дорогие сограждане! На этой неделе у нас был праздник, а вы и не знали. 25 июня – день возрождения нашей государственности. В 1920 году была провозглашена Татарская автономная Советская Социалистическая Республика. Российская империя, которую не без оснований называли тюрьмой народов, рухнула. Реализация ленинской национальной политики дала возможность появиться на свет новым национальным образованием. Предтечей появления республик стала Декларация прав народов России, один из первых документов молодой советской власти. Она была принята Советом народных комиссаров РСФСР 15 ноября 1917 года, через неделю после революции. Напомню вам этот документ. Там было записано: Совет народных комиссаров решил положить в основу своей деятельности по вопросу о национальностях России следующие начала. Первое – равенство и суверенных народов России. Второе – право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Третье – отмена всех и всяких национальных и национально-религиозных привилегий и ограничений. Четвертое – свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России. Вытекающие отсюда конкретные декреты будут выработаны немедленно после конструирования комиссии по делам национальностей. Подписали декларацию именем Республики Российский народный комиссар по делам национальностей Иосиф Джугашвили Сталин, председатель Совета народных комиссаров Владимир Ульянов Ленин. Так все начиналось с очень смелых, прогрессивных для того времени революционных деклараций с освобождения порабощенных народов. Во что это вылилось потом, другая история. Для меня ясно одно: Татарстан сполна смог воспользоваться правами, данными республикам, и сегодня превратился в передовой, развитый регион, один из локомотивов всей Российской Федерации. И вот вам очередное доказательство. Триумф национальных театров Татарстана – это главное событие для всех нас на этой неделе. Сразу 6 золотых масок самой престижной театральной премии страны у нас. 2 из них у театра имени Галиаскара Камала за один из сложнейших по духу и по философии спектакль «Муть Мухаджиры», режиссер Фарид Бекчентаев. Профессиональное жюри признало постановку лучшим спектаклем. 2-я золотая маска камаловцев за победу в номинации «Лучшая работа художника по костюмам». 3 золотые маски и у театра кукол «Океат» со спектаклем «Авиатор» о любви и грехе с тонкой исповедальной интонацией. Так о кукольном спектакле сказал сам режиссер Ильгиз Зайнеев. Он же стал лучшим режиссером. А Делюсь Кузиахметов за работу в той же постановке получил маску лучшего актера. И 6-ю награду, специальный приз за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя, получил Корейский театр за спектакль «Приключения Рустема» по повести Аделя Кутуя. Повторюсь, сразу 6 золотых масок у национальных театров Татарстана, и это не попса. Это очень выстраданные, серьезные работы. Впервые в истории премии главную награду «Лучший спектакль» получил Национальный театр России. Как сказал Фарид Бекчентаев, 20 лет он шел не к награде, а к материалу. А материал очень непростой. Спектакль, вслед за дилогией известного татарского писателя Махмуда Галяу, который был расстрелян в годы сталинских репрессий, повествует о страшном голоде 1887 года в Поволжье, сопровождавшегося голодомором. 2-я часть повествует о времени первой переписи населения Российской империи 1897 года. Тогда целыми деревнями люди эмигрировали в поисках лучшей для себя доли. Причиной массового переселения татар в Турцию стала и жесткая политика императора Александра III по отношению к мусульманам Поволжья и Урала. В период его правления был взят серьезный курс на то, чтобы с помощью миссионеров обратить татар в христианство. Слух о том, что перепись нужна для того, чтобы выявить и крестить всех мусульман, вселял в людей страх. Во многих деревнях Поволжья вспыхнули
бунты, восстания. В отказавшиеся участвовать в переписи деревни были направлены жандармы, и жителей сурово наказывали. Камаловскому театру, режиссеру Фариду Бекчентаеву удалось главное – передать нерв и боль этого времени в судьбах татар и всего татарского народа. Согласитесь, для этого нужны и мужество, и любовь к своему народу, и, конечно, большой талант. И я преклоняю голову перед всеми, кто создал этот шедевр. Татьяна Тимошенко встретилась с героями «Золотой маски». Главная театральная премия страны «Золотая маска» впервые в свой юбилейный год выплеснулась на Московский Арбат красочным карнавалом. Принцессы и сказочные существа, великаны, мимы. Да и сам символ фестиваля украшает шапочка Арлекина, главного героя площадного театра. Триумфальное возвращение. В Казани артистами доставлено 6 золотых масок. 2 из них у Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Номинация «Лучший драматический спектакль». Лучшая работа художника по костюмам. Главная идея премии, смысл ее – профессионалы профессионалам. Среди целей не только определение лучших, но выявление тенденций развития театрального искусства. Все, что касается театра, да и не только, наверное, театра, нашей жизни, все, что происходит в обществе, в мире, естественно, оно тоже как-то меняется. Меняются взгляды на то, чем должен заниматься театр, что должен транслировать театр сегодня, вот, какие эстетические посылы на сегодняшний день, этические, в конце концов. Впервые за историю маски главную премию взял, как говорят, национальный материал – спектакль «Муть Мухаджиры». В основе роман «Дилогия» Махмуда Галяу, история которого сама достойна отдельной постановки. Написанный на татарском языке, он был издан на русском. Авторский вариант оказался изъят и потерян. В 90-е был переведен обратно на родной татарский. Тема исхода – одна из самых основных тем. Ну, несмотря на то, что там, конечно, взят достаточно реальный исторический пласт. Вот, конец XIX века, связанный с переписью, когда Российская империя впервые решила все-таки понять, кто проживает, религиозные верования, вот это все конфискальные какие-то вещи, выяснить, упорядочить, что, естественно, повлекло за собой очень много драматических ситуаций. Остро встал вопрос, ну, во всяком случае, мы вот так решали для себя, а все-таки где твоя родина? Вот, где твоя родина? И поиск того самого места, где ты будешь счастлив, вот этот вопрос волновал тогда очень многих. До сих пор в Турции сохранились эти деревни переселенцев, утративших родной язык, но наполненные коллективной ностальгией. Понятие счастья, оно такое немножечко... Есть личное счастье, возможно ли счастье для целого народа, для ячейки ли счастье. Но мне кажется, это такое очень индивидуальное чувство. И очень многие на этом заработали, вот на этом понятии счастья. Очень многие на этом заработали, ну, если уж говорить конкретно, это изготовление паспортов, обещание, что вас там ждут, что там земля обетованная. В общем-то, вот эта тема «земля обетованная» тоже была тема очень для нас важная. Спектакль наполнен метафорами, тонкими жестами, ритмом и музыкой. Действо разворачивается на протяжении почти 4 часов, и каждый раз полный зал. А это уже не только признание, но и единомышление, такое характерное для Камаловского театра уже не только с профессионалами, но и со своими зрителями. Какая из этих 3 масок ваша? Конечно, они все одинаковые, но я знаю, что вот эта маска моя. Мою работу увидели, мою работу оценили. И, конечно, нельзя останавливаться, а нужно идти вперед. То, что маску получил, да, хорошо, спасибо. Оценили мой труд, который уже длился 22 года, я работаю в театре кукол. Действо на кончиках пальцев. Актеры, кукловоды их постоянно тренируют. Быть за ширмой в тени и стать лучшим актером.
Это заблуждение, что руки, да, руки. Нет, душа. Душа. Мы все-таки вкладываем в куклу душу. Потому что мы работаем же не только с куклами. Мы же оживляем любой предмет. Есть такие спектакли, даже если взять «Адамнар», там у нас кость, ложка. Кость – это собака, ложка – это, да, человеческие руки. Но мы же их оживляем. «Золотая маска» за роль Иннокентия Платова в спектакле кукольного театра «Экият» – результат тоже большого театрального эксперимента и технологий, выверенных по секундам. Кукла главного героя изо льда, замороженная и выточена перед каждым выходом к концу спектакля, должна растаять. Взаимодействовать с партнером, с текстом и с куклой, с ледяной, которая весит 4 килограмма, 2,5 часа – это тяжело. Поведение куклы зависит от дыхания зрителей. Роман современника Евгения Водолазкина не давал покоя режиссеру 6 лет. Ильгиз Зайнеев хотел его ставить на сцене драмы, а уже потом в театре кукол. Это основная тема нашего спектакля – исповедь. Когда я узнал, что исповедь – это обязательная часть причастия, я был удивлен. Я думал, что это как-то факультативом. Если ты хочешь там успокоить свою душу, ты идешь со священником, разговариваешь. А когда я узнал, что это обязательно, все поменялось. И для меня этот роман стал понятен. И я понимаю, вот просто даже себе признаться в своих грехах, насколько тяжело, а рассказать это кому-то еще, это, мне кажется, это такая большая работа души, ума. Лучший актер, лучший режиссер, лучший спектакль. 3 номинации, 3 золотые маски. Спектакль «Авиатор» – это категория 12+. Поиск форм и тем постановок для взрослого зрителя, еще несколько лет назад казавшихся экспериментальной экзотикой, стал для кукольного театра уже отдельным направлением, что для Зайнеева, режиссера драматического, работавшего и в театре Камала, и над постановкой опер, кажется само собой разумеющимся. И от масштабов сцены результат кажется независимым. Все меня поздравляют, говорят, что молодец. То есть, получается, я же год назад был молодец, а сейчас я уже живу сегодняшним. То есть, сегодня я такой же молодец или нет. То есть, в искусстве не бывает такого, что ты забрался куда-то, что-то сделал, и ты сидишь там. Это каждый раз новое, каждый раз ты ничего не умеешь. Каждый раз ты начинаешь с нуля. То есть, я даже не знаю, соответствую я тому Ильгизу, который был год назад, и смогу я еще раз такой спектакль сделать, то есть на этом уровне. По крайней мере, мы это стараемся делать. Соответствие себе, соответствие времени и чуть вперед. Намного в другом измерении, ведь хороший театр дает возможность перенестись не только в машине времени, но и скинуть маски суеты и жизненных ролей. Главная театральная премия страны «Золотая маска» в 6 номинациях – это и признание, что театральное искусство в республике идет по восходящей линии. Строительство и ремонт зданий, театральные фестивали и национальная премия «Тантана». И в этой вечной драматургии, где кульминация сезона уже произошла, нам, зрителям, остается ждать следующего акта, уже нового сезона, с новыми спектаклями и уже полюбившимися постановками. Татьяна Тимошенко, Андрей Ключников, 7 дней.